После каникул в Нерюнгринском районе отмечается незначительный прирост заболеваемости по респираторным инфекциям и коронавирусу. Подробности у Екатерины Павловой. Ситуация по образовательным учреждениям остается спокойной. Работа идет в очном режиме. Во всем районе всего 2 класса временно учатся дистанционно. В стационарных отделениях из 140 имеющихся в наличии койко-мест сегодня заполнены менее половины. То есть это говорит уже в какой-то части о положительных моментах, положительной динамике по сдерживанию заболеваемости среди населения и снижению количества сложных форм заболевания. Сегодня в Южной Якутии стоят сильные морозы. Большинство нерюнгринцев уже привыкли к ношению масок и помимо соблюдения санитарных норм используют маску на улице как согревающий в мороз элемент. Я утром отвожу ребенка в садик и при входе уже требую эту маску надеть. Я выхожу и уже как-то непривычно уже снять маску. Ну и при том, наоборот, в маске тепло, так и можно дойти на работу, до дома. Однако врачи предупреждают, маска на улице нужна там, где есть большое скопление людей. В остальных случаях надевать ее не стоит, потому что она быстро намокает и охлаждается. Если человек хочет согреться, то лучше надеть шарф повыше. В морозе на улице инфекционное начало само по себе как таковое не передается на большие расстояния. То есть от человека к человеку при соблюдении той же дистанции до 1 метра в принципе инфекционное начало уже передаваться не может. Это раз. А во-вторых, маска увлажняется при дыхании и, соответственно, она потом свою функцию в принципе не сможет выполнять как на улице, так и в помещении. Ее просто-напросто надо будет выкинуть. Мы продолжаем следить за эпидемиологической обстановкой. Сегодня в районе будет подниматься вопрос о возобновлении деятельности некоторых дошкольных учреждений и кружков с учетом соблюдения всех существующих рекомендаций Роспотребнадзора и санитарных правил. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри.